Приветствуем вас, друзья! Это проект «Единомышленники» на Гагаузмедиа. Здесь мы ведем дискуссии по разным вопросам, которые важны для обсуждения в нашем обществе. В выборной кампании поставлена окончательная с юридической точки зрения точка. Конституционный суд признал результаты парламентских выборов. 101 депутат из 5 политических формирований скоро приступят к работе. А в обществе самые активные обсуждения сейчас посвящены кандидатуре нового премьер-министра. Многие комментируют эту тему, и мы считаем это важно. Мы с Алиной Карамид пригласили в нашу студию человека с большим политическим бэкграундом, знающим хорошо систему власти изнутри, и сегодня мы намерены дискутировать о том, каков потенциал власти, какие вызовы стоят перед страной и какие перспективы. Аргументированные и корректные дискуссии и споры о важном для сплочения общества в нашем проекте «Единомышленники». Следите за нашей дискуссией, ставьте лайки. Друзья, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Мы начнем через несколько секунд, а вы оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» политик, экс-председатель Конституционного суда Республики Молдова Александру Тенаси. Александру Тенаси, экс-председатель Конституционного суда Республики Молдова. 1995-1998 годы – независимый юридический советник. 1998 год – Министерство юстиции, старший консультант. 1998-1999 годы – программа ООН по развитию, программа «Правительство и демократия», менеджер проекта укрепления судебной системы и законодательства Молдовы. 1999-2005 годы – коллегия адвокатов Молдовы, адвокат. 2000-2003 годы – программа Объединенных Наций по развитию, национальный консультант проекта, проект поддержки развития судебной системы в Молдове. 2003-2005 годы – фонд Сороса в Молдове, правовая программа, руководитель проекта. 2005 год – Центр исследований правовой политики, юридический советник. 2005-2007 годы – адвокатское бюро Александру Тенаси, адвокат. 2007-2009 годы – ассоциированное бюро адвокатов Хангану Тенаси Ши Партинери, адвокат-компаньон. 2007-2009 годы – председатель юридической комиссии муниципального совета Кишинев. 2007-2011 годы – первый вице-председатель Либерально-демократической партии Молдовы. 2009-2011 годы – депутат парламента Республики Молдова и министр юстиции Республики Молдова. 2011-2017 годы – судья и председатель Конституционного суда Республики Молдова. 2018 год – министр юстиции Республики Молдова. Образование. 2005 год – Совет Европы и Европейская комиссия. Образование в области применения Европейской конвенции. 2004 год – Американская ассоциация адвокатов. Образование в области техники защиты по уголовным делам. 1990-1994 годы – Университет имени Александру Ионакузы Ясы, Румыния, факультет права, лицензиат в области права. Здравствуйте, господин Тенаси. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Ой, я очень счастлив, что у меня появилась возможность еще раз вернуться сюда, к вам, в Гагаузию. Я много лет здесь уже не был. Господин Тенаси, и мы рады. Да, мы тоже очень рады этой возможности поговорить с вами, задать вопросы, а их много. Несмотря на то, что нам казалось, что предвыборный период – это время, когда много вопросов и мало ответов, но оказалось, что выборы прошли, а много вопросов оказалось, еще не получили ответов, и мы пытаемся на них в наших передачах тоже найти какие-то ответы. Вы имеете большой политический опыт. Как вы оцениваете прошедшие выборы? И, на ваш взгляд, было ли что-то такое, что неожиданное в этих выборах? Сюрприза-то не было с точки зрения результата. По-моему, мне кажется, что вот результат выборов, он отражает те настроения, которые есть в обществе. Где-то половина общества более активная, более образованная, она предпочитает европейскую интеграцию. И есть часть общества, которая пока что еще более как-то сдержанно смотрит на этот процесс. Хотя, если мы посмотрим на структуру избирателей, я думаю, что более 60% населения нашей страны, в принципе, согласны с этой идеей, потому что понимают, что для того, чтобы развиваться и получать нормальные зарплаты, хорошие доходы, чтобы бизнес себя уютно чувствовал, мы должны стать частью большей экономической системы. Я думаю, что всем это как-то уже более или менее ясно. С точки зрения неприятных вещей, что вам сказать, кампания была сложная.
довольно сложная кампания. Тот факт, что исключили 2 партии из избирательного процесса, это говорит о высоком уровне вмешательства и нарушений, которые были во время кампании. И у нас редко такое бывало. По-моему, это второй случай, когда исключают партию. Был еще один случай, когда партию Рената Усатова исключали с гонки. Ну, это вообще экстраординарный случай. Сама кампания была довольно вялой по себе. Больше почему она была вялой, как вы думаете? Вот у меня тоже интересный вопрос, потому что на самом деле ставки были очень высоки. Да. От того, кто сейчас победит на выборах, скорее всего, будет зависеть даже тот факт, кто будет следующим президентом. Потому что у госпожи Санду через 3 года истекает мандат. Получается, она не может больше баллотироваться. Она не имеет возможности баллотироваться. Получается, что кто будет сейчас иметь определенный административный ресурс, конечно, будет больше возможностей поддержать своего кандидата на выборы. Но она была вялой, скорее всего, из-за всей вот этой возни с покупкой голосов. Это, вы знаете, мне просто стыдно об этом говорить, потому что я считаю, что граждане у нас все-таки, люди у нас нормальные, здравомыслящие. И когда мы говорим о том, что покупаются голоса так, как покупаются помидоры на рынке, это как-то какое-то неуважение к собственным гражданам. Но, тем не менее, факт есть, это все происходило. И я думаю, что власти хорошо справились. Именно вот с этой проблемой, то, что они пресекли вот эту наглую скупку голосов, которая превращает демократию в фарс. Вы понимаете, что это за выбор, если побеждает не тот, за которого голосуют люди, а тот, у кого есть больше возможностей купить голоса. Это ничего общего не имеет ни с нормальным представлением в обществе, дает извращенную картину о том, какое у нас общество. Но с другой стороны, это чисто морально, это все, просто стыдно смотреть на эти вещи. Я никогда не думал, что мы можем прийти к этой ситуации. Не было же такого никогда. Вот до того, как Шор не запустил вот эти свои... Попытки какие-то были там. Знаете, всегда подкупали избирателей. Даже власть там во время выбора давала какие-то льготы. Там политики сами, там кто-то там давал, я помню, были гречку, что-то. Картошку и так далее. Да, но это все невинные. Это абсолютно невозможно сравнить с созданием системы и вот сетки, как multi-level маркетинг, как он называется, и просто скупать голоса у людей по каким-то схемам. Но понимаете, дело в том, что вы говорите, тогда это было, такого еще не было. Но если бы тогда, когда все начиналось с гречки, не знаю, чего это пресекалось, то тогда не было бы этой подушки, на которой выросли бы вот такие мы начали пресекать. подкупы. Люди как-то возмущаются, что политические партии финансируются из госбюджета. Но давайте подумаем, а что лучше, когда их будут финансировать гречкой? Или лучше, когда какие-то серые схемы будут приносить мешки с деньгами, чтобы оплачивать избирательные кампании? По-моему, это намного раз дешевле обойдется в конечном итоге, когда госбюджет оплатит как деньги. Сейчас и действует. Да, их можно мониторить, можно реально запрашивать там целый список вот этих расходов. ЦИК у нас... И можно наказывать? И наказывает их, конечно. И партии очень сильно боятся. Потому что потерять это финансирование. И потерять возможность участвовать в выборах. Потому что за незаконное финансирование санкция является исключением из избирательного процесса. В таком случае, я думаю, что для общества лучше, чтобы мы потратили чуточку денег из нашего бюджета, но чтобы это все было по правилам. И прозрачно. А что мы хотим? Мы на самом деле хотим, чтобы выборы были честные. Да. Я не хочу, чтобы, как у каждого из нас есть свои предпочтения. Да? Но неважно, кто выиграет, но главное, чтобы в этом соревновании все было по правилам. Тогда нет проблем. Выиграют коммунисты, выиграют либералы. Пускай это будет честная победа. Да. Скажите, вы говорили о результатах выборов в целом по стране. А что вы можете сказать о результатах по Гагаузии? Если вы знаете, как голосовала Гагаузия. Гагаузия, все-таки здесь какие-то сдвиги произошли, я так понял, все-таки партия власти на 1832 голоса. 32 голоса. 1830. Что происходит в Гагаузии? Это, думаю, что вина Кишинева, что в течение 30 лет мы каким-то образом не смогли интегрировать в общий политический процесс вот этот регион, чтобы у нас
не было вот этой сегрегации по национальному принципу и вот этой изолированности. Я думаю, что мы должны прийти к тому, чтобы у нас были общие политические партии, которые представляли бы все общество. И Гагаузию, и Кишинев, и, я не знаю, и Бричаны, и так далее. И я думаю, что это как-то будет способствовать сплочению общества, чтобы мы себя почувствовали нормальным организмом, нормальным обществом, где без разницы, кто на каком языке разговаривает. Но такие есть сейчас общие политические партии. Гагаузские партии никак не завоевывают электорат. Здесь не гагаузские партии, здесь обычно были коммунисты, потому что они как-то играли вот на пророссийскую, социалисты. Потом появился господин Шор, который превратил в цирк все, что происходит в Гагаузии. Здесь абсолютно провел там своего башкана, человек, который, никто здесь не знал на самом деле, без опыта. Взял, подкупил депутатов Народного собрания, управлял всеми процессами здесь. Это абсолютно неприемлемо. А можно маленькую такую ремарочку? Мне кажется, что, да, партии были одни, допустим, там коммунистов, социалистов, но эти партии использовали наш регион против Кишинева. Это они делали давно. Я всегда считал, что стратегически важно, чтобы мы жили с гагаузами мирно, и гагаузы жили с нами мирно. Но мы в одной стране. Географию невозможно поменять. Путин есть, завтра его не будет, но нам здесь жить еще 1000 лет вперед. И вы знаете, никогда не было никаких проблем. В 90-е годы вот эти инциденты не были, они абсолютно тоже были спровоцированы, я так считаю. Это не без... Но они были с мирным решением, как все-таки. Но вообще никогда не было никаких межэтнических как-то недопониманий. Между людьми нет, а между политиками, да. Политики это такая публика, там, конечно, из других собраний исходят. И я считаю, что у нас есть абсолютно все предпосылки, чтобы создать нормальное общество. Все окей, чтобы люди как-то и участвовали в политическом процессе, чтобы, может, у нас же были все-таки очень много представителей из Гагаузии, которые были в центральных позициях власти. Не так много, но были. Я знаю Стояногла Александра Дмитриевича. Да, мы с ним были депутатами в парламенте. Но с вами в одной партии был Петр Влах. Петр Влах, я уже ушел тогда из политики, мы с ним очень мало соприкасались, я с ним мало знаком. А с господином Стояноглой мы с ним были знакомы довольно неплохо. Но вы люди одной профессии? Одной профессии, да, все-таки он прокурор. Вы знаете, у меня вопрос к вам, как человеку, который очень хорошо знает, как работает система для того, чтобы наказывать или предотвращать вот эти вот подкуп избирателей, который имел место на выборах. Справилась ли с этим, с этим подкупом, вызовом для Молдовы, справились ли правоохранительные органы? Вы знаете, может быть, вы не совсем поймете мою точку зрения. Я всегда с опаской относился к любой информации, которая исходит от правоохранительных органов. Я всегда был, и сейчас считаю, что нужно ее очень сильно проверять. Потому что не всегда есть соблазн преувеличить, приукрасить, предоставить такую информацию, которая выгодна им. Поэтому я не особо-то и смотрел на их пресс-релизы, потому что я им не очень-то доверяю. Да, почему? Почему? Потому что вот так полицейские во всем мире не действуют примерно по той же схеме. Поверьте, я в Штатах был, знакомился с полицейскими, они ничем по менталитету не отличаются от наших. Поверьте, их нужно всегда проверять. Нельзя дословно верить всему, что они говорят. Но тот факт, что эта сетка была, это факт. Это уже, так сказать, не нуждается в каких-то дополнительных подтверждениях. Тот факт, что они эту сетку, правоохранительные органы ее просто разбомбили и сделали так, что она не могла работать, это тоже факт. Я думаю, что это хороший результат. Единственные мои сомнения в пропорциях. Когда говорят о 300 тысячах человек, 400 тысяч человек, вы знаете, у меня здесь возникают какие-то законные сомнения. Как возможно построить сеть из 300 тысяч человек, чтобы об этом никто не знал? Все-таки мы же все люди, общаемся, у нас есть друзья, знакомые. Информация очень быстро просачивается. Я считаю, что это все было, но, может быть, пропорции были не такие раздутые, как нам сказали, когда в первый раз появилась
по-моему, во время избирательной кампании президентской. Ну, у позиции, как можно 400-300 человек, 400 тысяч, да, иметь, говорить, что они вовлечены в эту сеть и об этом не знать, но у этого не знать тогда, на мой взгляд, есть два, не то что оправдания, но первые. Либо кто-то крышует, извините за глагол. Возможно. Либо пока это невыгодно об этом сказать. Но я хочу спросить, ведь журналисты, как никогда, мне кажется, за последний год, как минимум, это и Зиар Олдигарда журналисты, и Кусенс, и много еще других изданий. Пусть никто не обидится, кого не называю, но расследовательская журналистика... сообщество вообще, они выявили эту схему, это факт. Вот, и я хочу об этом говорить, что если эти схемы должны были быть выявлены правоохранительными органами, то обществу стало понятно, что об этом говорили первыми журналисты. Журналисты выявили, и полицейские отреагировали. Хотя я думаю, что должно было бы как-то по-другому, да, что полицейские должны знать, что творится в их юрисдикции. И тот факт, что они не знали, это говорит о определенных проблемах. Я имел возможность, знаете, задать этот вопрос бывшему директору Центра по борьбе с отмыванием денег. Я его спросил: слушай, каким образом возможно, что сотни миллионов сюда попадают, и вы не знаете об этом совсем ничего. Вы эти деньги не видите. Потому что я работал за границей, и за каждую 1000 евро, которые я должен взять в банке, я должен им отчитаться, принести контракт, объяснить, откуда эти деньги идут. Иначе банк мне их не выдаст. А что такое там эти пару сотен евро? Там же миллионы они были. Как вы их не видели? И он что-то начал мне объяснять про какие-то схемы Приднестровья. Вы знаете, звучало все довольно неубедительно. Так что я думаю, что есть еще над чем поработать и нашим правоохранительным органам, чтобы они имели всегда какую-то проактивную роль. Чтобы у них же есть определенная информация. Нельзя допускать, чтобы вот эта сетка разрослась до таких пропорций, чтобы стала неуправляемой вовсе. Мы ставим, наблюдатели или каким образом? Тогда задаешься вопросом, а для чего такая большая армия правоохранительных органов на протяжении 30 лет в этой стране была, есть и получала соответствующие дотации, тогда, когда страна подверглась, откровенно говоря, вот таким, это атакам. Это реальная атака. И если мы посмотрим еще глубже, так у нас же каждый третий чиновник несет погоны, имеет погоны. Будь то это работник прокуратуры, полиции, военные, Центра по борьбе с коррупцией, прокуратура, там уже целая армия вот этих людей. Да. У нас и они меньше. получают зарплату в 3-4 раза больше, чем учителя и чем врачи, там, и соцобеспечение у них другое. Господин Танасик, говорит ли это о том, что нужна какая-то очень серьезная ревизия внутри всех систем, которые должны обеспечить и правопорядок, и безопасность, и т.д. Вообще у нас проблема с эффективностью, она есть на каждом углу, но вот с эффективностью правоохранительных органов, я думаю, нужно поработать еще. Потому что, ведь если говорить сегодня о безопасности, то это правоохранительные органы, которые должны обеспечить общество. Вроде бы да. Господин Танасин, вы знаете, вот мне кажется, что именно зная о том, что ведется такая вот работа, которую не видят правоохранительные органы, некоторые политики были уверены в том, что на этих выборах они одержат убедительную победу. Как вы смотрите на то, что, вот, например, еще до объявления выборов Игорь Додон сказал о том, что оппозиция выиграла эти выборы, и они готовы выйти на следующий день на протесты, чтобы защитить эту победу. Ирина, вы же воспринимаете всерьез то, что говорит господин Додон. Вы не воспринимаете никогда абсолютно. Потому что он всегда говорит глупости. То ли он там выдает себя за водолея, то у него всегда есть какие-то глупые теории, и поэтому он, конечно, и не стал никогда серьезным... Нашим операторам стало смешно. Он не стал серьезным политиком, потому что его никогда никто серьезно не воспринимал. Даже когда он был президентом, извините, но мне было стыдно за мою страну, как он себя вел, и как он общался, и что он говорил. Но количество мандатов, которые получила партия, допустим, да Блок... не так их и много. Ну, немного, но есть. Думаю, что, понимаете, проблема в другом. Не обязательно эти мандаты, которые были отданы господину Додону, отражают уровень доверия к нему. К нему лично. Возможно, у людей не было другого выбора, потому что если появилась бы другая левая партия, но здоровая, которая не обязательно там танцует под дудку российских спецслужб, возможно, люди проголосовали бы и за эту партию. Но мне кажется, что, может быть, или как вы думаете, символ звезда играет больше, чем имя какого-то политика, который возглавляет ту или иную партию?
символы всегда играют роль, но это не ключевая роль. Я думаю, что он сыграл на ностальгии каким-то образом тот факт, что он выдает вот ситуацию, что у него хорошие отношения с Российской Федерацией. Да. Мы же не знаем на самом деле, какие у него отношения с Российской Федерацией. Это мы все с его слов людей слышим. Именно это подкупает больше всего. Их подкупает. Но мы же не знаем на самом деле. Да. С другой стороны, мы тоже должны иметь мужество людям объяснить очень непростую ситуацию, в которую все мы попали. Дело в том, что все мы желаем, чтобы у нас были нормальные отношения с Российской Федерацией. Географию невозможно поменять, и это наши соседи еще на 1000 лет вперед, и мы должны выстраивать нормальные отношения. Вопрос не в том, что надо этого делать или нет. Вопрос в том, что возможно ли с Путиным это сделать. Вот в чем проблема. И я думаю, что у нас нет никаких шансов выстроить какие-то доверительные отношения. Поэтому здесь нужно очень... А почему вы так думаете? Что Потому с Путиным что, нет? Я скажу почему. Дело в том, что планы Путина входят в восстановление влияния Российской Федерации на все бывшие постсоветские советские республики. И мы должны понять, что влияние это ничего хорошего сейчас нам не сулит. Потому что денег у них нету. И ничего оттуда получить или там какие-то выгоды получить невозможно. Рынок довольно бедный. Потому что все эти санкции десятилетние, они все-таки повлияли. Там далеко не такая розовая ситуация. Я просто имею друзей, я с ними общаюсь, и я знаю, как там на самом деле все происходит. Это очень репрессивный режим. Это режим, где нет свободы, откуда все пытаются убежать. Но вся вот интеллигенция или здравомыслящие люди, они либо уехали, либо они сидят в тюрьме. Поэтому это не та модель, которая позволит нам что-либо как-то двигаться вперед. Но стратегически, конечно, когда у них поменяется власть, нам нужно будет выстраивать хорошие отношения, чтобы мы смогли нормально общаться, как цивилизованные страны. А у вас есть ответ на вопрос, почему, ваш ответ на вопрос, у нас он есть, у гагаузов или у людей, которые проживают здесь на территории Гагаузской автономии, мы видим, как голосуют из одних выборов другие наши избиратели. У вас есть ответ на вопрос, почему гагаузы опять проголосовали вот так, как проголосовали, да? Большую поддержку оказали. Вы думаете, что 30-40 лет пропаганды возможно выдавить из менталитета человека просто так? Это вопрос очень сложный. А почему гагаузы больше были подвержены этой пропаганде? Вы знаете, гагаузы пострадали, к сожалению, от советской власти намного больше, чем даже мы, молдаване. Потому что здесь тоже самые людей перебили. Тоже всех их депортировали в Сибирь. Тоже забрали собственность у богатых и те же процессы, и голод здесь был, тут то же самое было. Это маленький народ, и он очень сильно пострадал. Закрыли все школы на гагаузском языке, все перевели на русский язык. И потом в течение 40 лет им вбивали в голову определенную ложь о их бытие, о их культуре. И всем сказали, что вот русский язык твой. Люди начали говорить только на русском языке. Наши власти тоже допустили уйму ошибок, начиная с знаменитого похода на Камрад, который был. Да, это была чистой воды провокация. И я задал вопрос человеку, который это все инспирировал. Почему вы это сделали? Интересно ответ. Да, и абсолютно он начал мышкаться туда-сюда, ничего мне не ответил. Зачем? Потому что я думаю, что это было сделано для того, чтобы здесь, наоборот, как-то сплотить людей против Кишинева. И чтобы можно было, и так оно и случилось, и чтобы потом можно было вот эту ситуацию продавать на политическом рынке 30 лет. Вот это все у нас сейчас есть. Мы сейчас расхлебываем вот следствие тех абсолютно провокационных и непродуманных действий. А что тогда получается, что на протяжении 30 лет не идентифицировали проблему как таковую, о которой вы говорите, ни власти Кишинева, ни власти региона? Кто этим занимался? А давайте посмотрим, что сделал Воронин. Он назначил своего человека, и он управлял на самом деле и Гагаузией. И ему не было наплевать, что здесь происходит. И было наплевать, что люди здесь продолжают говорить на русском языке и еще не знали гагаузский язык. И никто не задавался вопросом поменять это состояние дел. То есть, по вашему мнению, для того, чтобы сломить ситуацию, нужно желание властей Кишинева и желание Камрата, и все? Я думаю, мы повзрослели. И Кишинев, и Камрат. Сейчас, вот к этому моменту? Да, я думаю, что наше общество довольно взрослое, чтобы мы нормально могли выстроить классную модель, чтобы все себя чувствовали уютно.
И чтобы вывести этих людей из-под вот этого зомбирования российской пропаганды, понадобится время. И надо что-то другое предложить. Надо показать им другие модели общения. Все-таки общество меняется, появляются новые поколения. Люди, которые помнят, я не знаю, там вкусное советское мороженое. Это все, их становится все меньше и так далее. Колбаса подводится. И колбаса, и 16 копеек за хлеб. Вот этот набор, знаете. И поэтому я думаю, что у нас есть шанс это все сделать. Просто об этом нужно говорить и думать. Вот я написал недавно статью и как-то выделил несколько основных фундаментальных проблем для будущего правительства. Одной из них я вывел именно Приднестровье. Но в чем суть? Об этом никто не говорит в Кишиневе. А в чем суть? А знаете как? А все думают, что придет следующее правительство, они займутся этой проблемой. Вот так мы ее оставим. То есть это будет проблема других, не наша. 20 лет это сложная проблема, мы ее зачем? оставим? У нас другие приоритеты существуют. Ну, с Гагаузией, наверное, где-то так же. Абсолютно такая же ситуация. Я вот много раз и как-то и писал, и говорил об этом. Мы должны как-то определиться, как мы с этими людьми строим отношения. Вот в семье, если есть какие-то, я не знаю... выясняем внутри семьи. Какие-то вопросы между супругами, они пока не поговорят и не определятся, вот как мы дальше будем идти. И это может быть прекрасная семья. Но она может разрушиться только потому, что у людей нет способности вовремя поговорить или сказать то, что они думают, и выслушать друг друга. А какие ваши предложения по Приднестровью? Очень интересно. По Приднестровью у меня нет никаких предложений сейчас, потому что там сейчас сложилась такая ситуация, что Кишинев может быть поставлен перед фактом решить эту проблему через месяц или через 2. И у нас нет абсолютно никакого ясного взгляда на эту проблему. Кого не спросишь у нас в администрации, как вы видите решение этой проблемы, и скажут, мирным путем. Конечно, мирным, а вот дальше как? То есть ответ на вопрос шаги. Да, я вот недавно вернулся из Южной Кореи, там участвую в одном интересном проекте с гражданским обществом по сближению Южной и Северной Кореи. И вместе с одним экспертом из Великобритании мы работаем на создании транзитной конституции. Это очень комплексный документ. Я не знаю, когда этого будет, если вообще это даже произойдет когда-нибудь. Но люди там постоянно готовы к тому, что если завтра нам нужно будет с этой проблемой столкнуться, у нас что-то есть. И здесь мы должны на эту тему говорить. Мы должны понимать, что если мы говорим об автономии, что это за автономия, а если, тем более сейчас там так поменялось, что люди даже автономии не хотят. Да, если вопрос в деньгах, да, что это дорого будет покрыть социалку, давайте посмотрим, как мы эту проблему решим. Если вопрос в том, что они там голосуют по-другому, давай посмотрим. Но все равно, если мы не начнем обсуждать и думать, мы рискуем, чтобы нас застали врасплох, и тогда на самом деле будет очень плохая ситуация. Знаете, я вот пока вас слушала по вариантам решений с Приднестровьем, да, что нужно обязательно заговаривать, да, вести диалог, планировать какие-то шаги. По крайней мере, мы должны обсуждать. Смотрите, получается, на протяжении 30 лет диалога Кишинев с Тирасполем не выстроил никак, и нет ответа на вопрос, как решить мирным путем. Безусловно, это правильно, но как? Как мирным? Какими шагами? А в отношении Гагаузии за 30 лет при наличии в 1994 году закона об особом правовом статусе утеряны все взаимоотношения и полный развал в этих вот... Давайте начнем с Воронина. Дело в том, что кто на самом деле первый подмял под себя автономию, де-факто, это был Воронин. Он настолько сильно контролировал через Башкана всю ситуацию, что эта автономия стала формальностью. Но потом были Башканы не от партии Нет, но потом уже был господин Формузал, который он был более... Мы с ним просто были в одном правительстве, и он был очень энергичным в этом отношении. Он... Отстаивал, да, позиции Гагаузии? Не нужно было отстаивать. Вы знаете, не было никакого противостояния. Вот я вам дам какие-то примеры. Например, в Чедерлунге, когда построили вот эту больницу большую, там нужно было закупить какое-то оборудование, и не хватало денег. И просто Башкан сказал, что нужны деньги. Сказал на заседании правительства? По-моему, это было официально сказано на заседании правительства, но я помню, что разговор был на уровне премьера в кабинете. Это было неофициально. Сказал, что нужны деньги, что надо завершить, там, по-моему, 10 или 20 миллионов. И ему выделили эти деньги из государственного бюджета, из резервного фонда. Мы закупили все это оборудование. Потом мы с Филатом приезжали сюда, куда это все открывалось. И это все очень хорошо работало. Это вы к тому, что был диалог и была какая-то... Если есть диалог, если есть общение, всегда можно чего-то добиться. Абсолютно. Если люди не общаются,
Ну, смотрите, тогда давайте дальше продолжать. После Формузала была Ирина Влах. Кстати, все башканы у нас были пророссийскими. Это вот отметим так на всякий знаете, случай. я знаю, что все башканы были пророссийскими. И, как говорится, ну, слов из песен не выкинешь. Вот Понятно, такие у нас данные проблемы. Это не означает, что мы не должны с этими людьми работать и показать им преимущества сотрудничества внутри нашей страны. Господин Танасий, я к другому. Вы привели пример, что Воронин очень сильно там контролировал при табунщике. Затем он у нас создал централизованную модель. Так Хорошо, затем у нас был Формузал, потом была Ирина Влах. У Формузала, вы говорите, были хорошие отношения с центром, с центральными органами власти. Ирина Влах тоже этим хвасталась, что были очень хорошие отношения. Только последние 2 года ее башканства мы слышали, никто никогда такого подобного не слышал, чтобы с кабинетов Башкана критиковался президент страны. И получается, назовем это критикой. Вы знаете, критика президента, я думаю, это здоровая штука. И пускай критикуют. Мы все-таки в свободной стране живем. Нет, я о том, что отношений уже не было. Они не общались. Да. Они не общались. Хотя вначале я помню, что Майя Санду была, она была на пару фестивалей, они там вместе ходили. Она была на инаугурации. Да. И ее приняли очень хорошо в Гагаузии. Так вот сейчас вопрос. Если всегда с Кишиневым хорошо общались региональные власти, то момент, когда это общение полностью разорвалось, это случилось при Ирине Влах, получается. Она ответственна за это, однозначно. Потому что люди, которые правят регионом, они несут всю ответственность. Это не только бесплатная машина и водитель, это еще ответственность за все остальное. А потом Гагаузия получила Гуцул от Шора. И случилось то, что есть последние 2 года. Знаете, я думаю, что вот этот эпизод с Гуцула Шора, мы должны как-то его вырезать из этой картины. Но вырезать не можем, как вы говорите. Слов не Нет, но я думаю, что в историческом отношении это все вырежется. Потому что это абсолютно такой эпизодический момент, когда... Эпизодический 2 года? Ну, я понимаю, с точки зрения жизни человека 2 года это много, а с точки зрения истории страны это не очень много. Но это ничего общего не имеет ни с Гагаузией, ни с гагаузским народом. Это просто мошенническая схема по скупке голосов, и как-то он провел ее через эту схему. И я никогда не смотрел на госпожу Гуцул как на человек, который представляет гагаузов. Вот она для меня абсолютно непредставительна. Это пытались всем втемяшить такой глагол. Вы же понимаете, что мы же тоже люди не глупые. Мы жители Гагаузии воспринимали и выступали как... Да не воспринимали, боже мой, о чем вы говорите? Я не думаю, что обычные люди они настолько наивны. Да, может быть, говорили о том, потому что им это нравилось, потому что они всегда играли вот на этой российской стороне, что она спекулировала. Да, Путин там, по-моему, какую-то медаль ей дал, они вместе фотографировались. Это все вызвало симпатию. Но мы же понимаем, что это фейковая фигура. Не может просто так человек, который вчера делал там маникюр, чтобы завтра стать президентом, никто его не знал, просто вот так, потому что такие классные маникюры он делал. Такого не бывает. И тут наверняка есть какая-то схема мошенническая, которая позволяет подвести к этому результату. И поэтому для меня она не представляла гагаузский народ. Вы знаете, господин Танасий, я с самого начала делала это публично, сказала о том, что для меня вот эти выборы, когда избрался Башкан, и Шор сказал, что избирая ее, вы выбираете меня своими башканами. Такое видео тоже есть. Я сказала, что это самые позорные выборы, которые я видела в Гагаузии. Но когда вы говорите, это мошенническая схема Шором здесь внедренная, я хочу посмотреть, давайте посмотрим. Вот в сухом остатке на сегодня есть что? Мошенническая схема Шора, которую не смогли предотвратить власти страны, и пострадала Гагаузия. Да. Поэтому считать из Кишинева гагаузов самыми продажными, подкупными, это не совсем правильно. Вы знаете, давайте откровенно, гагаузы жертвы. Гагаузы жертвы вот этих мошеннических действий. Сама автономия и бездействия центральных властей. И начинались эти схемы не здесь, в Гагаузии, это Аргеев, Тараклей. Конечно, сначала в Аргееве, когда его протащили. И Бельцы. И в Аргееве то же самое, он тратил какие-то деньги, никто не понимал, откуда эти деньги, никто не задавался вопросом. И Ниццы там никто не создал обещанно. Все там радовались, и все там уходили. Тут не надо все как-то спихивать. Давайте, как говорится, когда котлета от мух, это будет правильно. То есть, понимаете, господин Танасий, я сейчас как человек, который оплатит налоги в этой стране, как много-много других граждан, да? То есть, если этот позор случился в автономии, где я проживаю, и мы видим и страдаем от этого 2 года,
то у меня, как у налогоплательщика, есть вопрос, а почему правоохранительные органы в этой стране не работают так, как надо? Ну, я этот вопрос задал господину Черноуцалу на одной передаче, мы с ним были, когда он первый раз вот эту схему раскрыл, я ему задал тот же вопрос. А как такое возможно, что появилась схема на 300 тысяч человек, и мы узнали про это после первого тура выборов? Слушай, ее что создали? Из уст журналистов. Да, за одну ночь эту схему создавали. Ну, мы давайте так, пробуем создать коллектив на 30 человек, нам нужно будет месяц на это. Ну, да. И об этом будет знать весь город. А тут получается, что такую подпольную схему, где циркулировали деньги, ну, и хорошо инструктировали людей. И никто, там что, шпионы все разве были? Нет, не может такого быть. Я думаю, что, может быть, полицейские где-то тоже крышевали, где-то проспали эту всю ситуацию, и где-то еще наверняка, возможно, приукрасили объемы вот всей этой ситуации. Господин Афанасий, а все-таки вот в период выборов и в предвыборный период мы заметили, что правоохранительные органы стали работать более слаженно. Вот то, чего не было или раньше. Показалось. Или, может быть, нам показалось. Ну, вот у меня вопрос. Хороший вопрос. У меня такой вот вопрос. Вот это будет иметь продолжение? Или это было временное явление? Знаете, когда правоохранительные органы показывают, когда они ставят кого-то лицом к асфальту, и это все очень так красиво показывают, и там и автоматы, и маски, и еще там музыку могут поставить классную, и пропустить этот ролик по всем соцсетям и так далее, все-таки нужно посмотреть, что дальше за этим последовало. Они отпустили ли этого человека через пару дней, он снова уже занимается теми же вещами? Ну, бывало разное. Кого-то отпустили, кого-то еще не. Вы, наверное, помните, простите, пожалуйста, вы, наверное, помните, когда закончились выборы башканские, и люди в масках приехали, забрали протокола, бюллетени и так далее. Да. И на этом все закончилось. То есть какой-то процесс был. А люди подумали, что да, ну ничего страшного они нет. Потом они применили санкции, вот я помню. Согласно были закону, конечно, ну, согласно закону, санкции, имел право применять санкции только Национальный центр по борьбе с коррупцией. Вот так написано в законе. Применяли эти административные санкции работники МВД, что априори является незаконным, потому что с нарушением компетенции. Так, дальше люди обжаловали в суд. Хочется за голову хвататься. Как в МВД не знают, что нельзя принимать то, так что они вот, принимают? обращались в суд. Суды начали повально аннулировать. Сразу реакция: о, судьи там, понимаешь, не поддерживают нас. Но судья даже не может судить по понятиям. У него есть четкое положение закона. Кто какую компетенцию имеет, по каким правонарушениям. Ну, получается, мы так и не разобрались за 30 лет, кто что делает в нашей стране и за что отвечает. Я думаю, что правоохранительные органы имеют большую долю ответственности за все эти провалы и за то, что мы не смогли обезвредить вот все эти вещи, даже когда они происходили в Грузии, здесь, на том этапе, когда это можно было сделать менее болезненно, и чтобы мы не получили уже окончательный результат голосования, и что с ним делать, как его аннулировать или как их... Да. Господин Афанасий, можно я очень бы хотела, чтобы мы вернулись к результатам выборов. Скажите, пожалуйста, а вот результат ПАС, он для вас был ожидаемым или неожиданным? Я думаю, что да. Я думаю, что... Вы знаете, тут опять лукавить не нужно, и не нужно как-то себя обманывать. Это не результат ПАС. Я думаю, что это результат общества. Общество не обязательно голосовало за ПАС. Это, с одной стороны, показывает уровень доверия к президенту страны. Я думаю, что это первый такой ясный показатель. А второй, то, что общество высказалось в пользу того, что вот процесс евроинтеграции – это то, чего мы хотим. Потому что мы 30 лет искали какую-то национальную идею, и не смогли ее определить. Сейчас появилась такая идея, которая, в принципе, разделяет большинство граждан. В той или иной мере. Да, есть некоторые, которых там опутали, одурманили пропагандой, которые считают, что Евросоюз это, я не знаю, там зло, геи, что там еще там есть, смена пола и так далее. А на самом деле, Евросоюз не про это. Евросоюз, во-первых, это защита меньшинств, в том числе и национальных. Это в том числе и самобытности. Это финансовые вливания. Это нормальные условия жизни, нормальные пенсии, нормальные зарплаты и дороги. Мы про это хотим говорить. И я думаю, что люди в последние годы много путешествовали. И кто, в принципе, имел более открытые такие взгляды на жизнь, они быстренько согласились с этим. А кто еще оказался под влиянием пропаганды, займет какое-то время, чтобы поменять состояние дел. Но я все-таки оптимистично смотрю. Но мне просто все-таки очень интересен ответ на
Это ваша цитата. Победа принадлежит президенту Майе Санду. Такова реальность. Вы сказали после выборов. Я думаю, что эта партия, они живут за счет рейтинга президента, потому что индивидуальный рейтинг, отдельно взятых лидеров этих партий, он очень низкий. Он очень низкий. И обычно, как в машине существует двигатель, здесь есть моральный двигатель вот этого проевропейского движения. Это президент Майя Санду. Это однозначно. И вы знаете, тоже можно критиковать. Это абсолютно здоровое. И нужно. И нужно, да. Вообще иметь критическое отношение к власти. Но если мы посмотрим на... давайте возьмем внешнюю политику. Она прекрасно сыграла эту партитуру. Просто прекрасно. Отменно. Республика Молдова, которая имеет население в 2 раза меньше, чем население Берлина, на самом деле стала очень интересным игроком и более влиятельным, чем многие центральноевропейские страны. И если мы возьмем, не знаю, Болгарию, Румынию, Македонию, это большие страны. И это заслуга. Да, и я думаю, что и это все признают, и мы тоже должны ясно об этом сказать. И в этом нет ничего плохого. Это очень хорошо, что у нее есть группа людей в парламенте, достаточно влиятельная, которая может создать правительство. И вот эти все планы и идеи, которые существуют по евроинтеграции, превратить в проекты реальных политик. А как вы думаете, коротким ответом, как стало возможно в Молдове, в которой еще 8 лет назад, 10 лет назад говорили, что в Молдове не может быть женщины-президента, сегодня женщина-президент 2-й срок ведет? Я никогда не разделял этих точек зрения. Я работал в Минюсте, там 80%, 90% были женщины. Судьи у нас 80 или 70% женщины. В Конституционном суде там только мужчины были судьи, и мне это было всегда неудобно, что не было ни одной женщины в составе суда. А в основном все работали женщины. И я никогда не подвергал, не то что сомнений, я считал, что женщины намного организованнее, и можно положиться с точки зрения профессиональной намного свободнее, чем, извините, какого-то там... Да, поверьте мне, я не разделял точку зрения, что женщина не может быть никоим образом, тем более, что мы живем в мире, где мы говорим о компетенциях. На самом деле она проявила себя как компетентный человек. Да, я вначале не думал, что она сможет это все сделать. Я очень, так сказать, сдержанно относился, потому что думал, министр образования как-то все-таки тут позиция такая, справиться со всем этим. Довольно хорошо справилась. Господин Танасян, вы говорите о том, что для вас результаты были ожидаемыми, и вы считаете, что они отражают... Да, я понимаю вас. Они отражают то, что существует в обществе. А вот другая женщина, Ирина Влах, говорит о том, что новый состав парламента не отражает реальную волю граждан. Исключение кандидатов от партии «Инима Молдове» и избирательной гонки всего за день до голосования – это диверсия против закона, удар по репутации Молдовы как европейского государства и прецедент, недопустимый даже по меркам авторитарных режимов. Что она могла сказать? Поставьте себя на ее место, ее исключили из выборов. Не будет же она хвалить власть. Я думаю, что Ирина Влах, она упустила свою возможность стать национальным политиком. Тогда, когда еще могла бы, и это было бы очень хорошо, потому что на самом деле у нее есть способности. И она просто, когда была еще башканом в Гагаузии, должна была проявить себя как независимой фигурой и не ходить по этим путинским пятам и питаться вот этой из российской пропаганды. И надо было как-то забыть про... Но в таком случае она не стала бы башканом. Раз уже стала, обратно-то ее не выгонят. И вы знаете, тут всегда вот такой вопрос возникает, когда есть это же просто долг потом. Нет, кто кого ведет? Руководитель ведет народ, либо руководитель смотрит на то, что хочет народ. Хороший руководитель должен смотреть на народ. Я думаю, что мудрый руководитель должен сам повести народ. Он должен показать им, расширить народу горизонты, показать ему, где ему будет уютнее, где ему будет лучше. И он должен моделировать то, чего... А что хочет народ? Ничего не хочет. Домоделировали Гагаузию до Шора. Чем вам не моделирование? Нет, это... потому что Шор не появился просто на пустом месте в Гагаузии. Нет, он появился, он здесь был всегда. Нет, он был всегда здесь. Он имел какие-то бизнесы, я так понимаю, в этом регионе. Он тут как-то присутствовал. Но после успеха вот этого проекта в Аргееве он решил открыть... После Тараклии он к нам пришел. Открыть еще один филиал. Вот
прошло в одном регионе, давай во втором. Ну, видно, что люди здесь русскоговорящие. Но на Гагаузию он поставил больше, чем на другие регионы. Потому что всегда можно спекулировать в отношении с русскими. И можно торговаться и получить больше ресурсов для того, чтобы здесь вот эти проекты все внедрять. Поэтому... Господин Танасий, я вот сейчас попробовала поставить себя на место тех людей, которые проживают в Гагаузии, слушают нашу дискуссию про Шора. И мы прекрасно знаем, что очень многие стали, к сожалению, участниками вот этой сетки Шора. Секта, чуть ли не сказали вы. Да, я пытался понять, секта или сетка. Я скажу сетка, потому что такое определение мы видим и в информационных каких-то сообщениях даже правоохранительных органов. Поэтому пусть это будет сетка. Авоська. Да. Но я хотела сказать, что если поставить себя на место того человека, который проживает в Гагаузии и слушает нашу дискуссию сейчас о Шоре, то ответ у людей вот такой: о чем они говорят? Вот никто нам не давал денег, вот я вам сейчас дословно говорю, и эту фразу услышали очень многие, которые хотели бы узнать у людей ответ. Но почему вы влезли в это, вот в шоровскую эту сетку? Нам никто не давал денег, все политики воровали, но только Шор с нами делился. Что вы скажете? Это абсолютно извращенный подход к вещам, потому что если мы будем исходить из того, что должны выбирать политиков, которые воруют и делятся, мы превратим нашу страну в бандитский какой-то угол. Мы должны выбирать политиков, которые не воруют. Вот это принципиальный вопрос. Потому что если человек не ворует, значит, он действует по закону. Значит, у него нет там скелета в шкафу. Значит, он может принимать смелые решения. Когда человек ворует, у него там всегда возникают какие-то сложности и проблемы. И он подвергает своим интересам любые решения, которые он их принимает. Поэтому надо менять это. Я слышал, Варгеев очень часто, да, он украл там что-то, но зато вот он здесь нам построил дорогу. Понимаете, за деньги, которые вывели из банковской системы, можно было построить 3 Аргеева. Да, так, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Тут не так просто, что он украл. Ну, вообще, это извращенное понятие справедливости, правды и морали. О чем мы говорим? В таком случае давайте мы применим эту схему ко всем бандюганам. К любому. Почему только к политикам? Давайте другого потому бандита. Что он больше украл. Кто-то ограбил, я не знаю, там магазин и отдал 30%, я не знаю, мэрии, чтобы покрасить бордюры. Так что, мы его будем отпускать из тюрьмы? И почему? Это абсолютно извращенно. И людям просто нужно... Мне кажется, что с людьми просто не общались. Это вопрос образования, культуры. И да, в краткосрочной перспективе это не решить. Нужно информировать население. А можно еще, я свою мысль хочу вот тут завершить. Мы говорили с вами о Ирине Влах. У меня такой вот вопрос к вам, как к экс-председателю Конституционного суда. Мы знаем, что Ирина Влах обратилась в Конституционный суд с иском. И я смотрела как-то вашу передачу, и вы говорили о том, что в последнее время все обращения в Конституционный суд носят популистский характер. Вот это обращение Ирины Влах из того же разряда? Ну, естественно, потому что Ирину Влах исключили решением Центральной избирательной комиссии. Согласно закону, решение Центральной избирательной комиссии можно обжаловать в судах общей юрисдикции. Госпожа Влах обжаловала это решение. Да, и ей ответили. На этом закончился иск. Все. Дальше нет других путей обжалования. Конституционный суд не является четвертой инстанцией, не является судом общей юрисдикции, чтобы можно было там обжаловать решение Верховного суда. Ирина Влах прекрасно это все знала. И это не просто популизм, но это просто считать людей за дураков. Да? Вот думать, что никто не умеет читать закон, и я еще раз покажу, вот насколько я умный, я еще вот там буду где-то куда-то обращаться. Она прекрасно знала, что ей откажут. Но когда вы говорите «прекрасно знала», напомним нашим зрителям, что Ирина Влах доктор права. Но она работала в администрации столько лет, она же прекрасно знает, какие законы, как, где и работает, где что обжалуется. Я уверен, что она знала, я уверен, что изначально это был популистский ход, чтобы остаться в информационном поле. И еще раз как-то оправдать вот эту ситуацию перед людьми, которые ее поддерживают.
Ну а какой может быть жизнь политика, партия которого получила ограничение своей деятельности на год? Что может этот политик? Может ли Ирина Влах выдвигаться на какие-то другие должности на протяжении этого года? Эта партия не имеет права участвовать вообще в избирательной кампании. Сама партия и члены этой партии? Партия предразумевает и членов партии. Проблема в том, что в течение одного года у нас не будет никаких избирательных процессов. Ну, в стране не будет, а в Гагаузии могут быть. Здесь могут быть. Но, скорее всего, ее не зарегистрируют, мне так кажется. Я не вижу, как возможно, если будут выборы Башкана, что или Башканова и Башкана могут быть народные собрания. Гагаузии должны пройти выборы. По-моему, как я понимаю, это решение Конституционного суда, которое ограничило не только партиям, но и членам партии. По-моему, у нее не будет такой возможности. Ну, давайте подождем, посмотрим, что скажет ЦИК и судебные инстанции. Да, подождем, а тем временем у нас небольшая пауза. Мы можем вам предложить еще и чая. Очень вкусный чай. Нашего к осени, кстати, по цвету. Да, укрепляем свой иммунитет. Ну, так здесь больше витамина С, чем ну вот приезжайте к нам в студию, отведать витамина С и поговорить по тем вопросам, которые полезны обществу. Друзья, у нас рубрика «Люди говорят, что?». Наши короткие вопросы для Александра Танаси, экс-председателя Конституционного суда Республики Молдова. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Люди говорят, что... Люди говорят, что дружба с фигурантами громких дел ставит под сомнение независимость судей. Дружба с судьи? Я думаю, что да. Я думаю, что да, конечно, однозначно. Есть такие прецеденты в Молдове? Ну, в Молдове я не знаю, как-то я не следил, но я думаю, что судьи должны очень внимательно относиться, если там человек проходит по его делу, если либо там, в суде находится. Он должен как-то избежать общения с такими людьми. Люди говорят, что в Молдове нет справедливого суда. Ну, абсолютной форме утверждать такого невозможно. Я думаю, что есть справедливые суды, но, к сожалению, есть судьи, которые недобросовестно исполняют свои обязанности. Может быть, там вопросы коррупции, либо компетенции. Это разные могут быть ситуации, но говорят, что вообще не существует. Я думаю, что это было бы неправильно. Обобщать неправильно. Мы можем, если короткий ответ, в одной и той же судебной инстанции мы можем найти абсолютно порядочного судью и полного негодяя. В одной и той же инстанции, в одном и том же здании, в соседних кабинетах. Люди говорят, что из тюрем выпускают убийц, а наказывают мелких нарушителей. Ну, как общий принцип, да, чем у человека меньше денег и чем у него слабее защита, тем у него хуже адвокат, тем у него больше шансов получить длительный срок. Но то, что убийц выпускают, у нас не выпускают убийц. По крайней мере... Выпустили у нас недавно был вот этот случай, если случай с амнистией да, это был. Но, опять, это вопрос интерпретации закона и того, как пенитенциарная служба подошла к исполнению своих обязанностей. Что если бы они не дали положительное заключение... Но люди всего этого не зная, они воспринимают именно так. Что выпустили убийцу. Да. Но на самом деле убийц у нас не выпускают. И у нас их не так уж и много. В этом отношении пропорция этих людей, которые такие преступления совершают, не очень велика. Люди говорят, что дело кражи миллиарда не будет доведено до конца. Ну, что такое конец? Если кто-то рассчитывает вернуть обратно деньги... миллиард? Нет, никогда этого не будет. Никогда? Никогда. Ну, люди, которые украли миллиард... Повезло Шору. Ну, поймите, это произошло 15 лет тому назад, по-моему. Этих денег уже нет, хотите сказать? Ну, неужели вы думаете, что кто-то ждет с этим миллиардом, когда придут и заберут? Нет, конечно. И финансовые механизмы сегодня таковы, что можно спрятать эти деньги, и ты их не найдешь. И что-то, конечно, будет возвращено, но я думаю, что люди, которые принимали участие в этих схемах, рано или поздно они понесут ответственность. В Румынии по той же схеме ограбили Внешторгбанк, румынский Эксимбанк он назывался. И тоже общество переживало, что вот никого не посадили. Да, там денег, конечно, не вернули, то же самое. Но те, которые были все-таки причастны к этим схемам, через 15, через 12 лет все они сели.
Поэтому, я думаю, у нас то же самое будет. Кто занимался этим делом, кто имел хотя бы какое-то косвенное участие в этих схемах, те обязательно понесут ответственность. Люди говорят, что не бюджет Молдовы, а сами судьи должны платить за дела, проигранные в ЕСПЧ. Нет, категорически нет, нельзя. Нет, ЕСПЧ может, там разные решения выносятся. И не только по судебной ошибке. Но вы говорите как человек, который имеет отношение к системе судебной. Нет, это общий подход европейских и Европейского суда по правам человека, и Венецианской комиссии. Считается так, что если судья нарушил закон, по его вине было вынесено какое-то решение в Европейском суде. Нужно определить у нас в стране в уголовном порядке, что судья действовал с умыслом, получить судебное решение в уголовном порядке, и потом уже можно в регрессном порядке возместить эти убытки. А если просто идет речь о применении закона или о взгляде судьи, что такое судья? Это человек так же, как и мы с вами. Человек субъективный. Он выносит решение и интерпретирует закон, исходя из своих ценностей, из своего понимания, что такое права и свобода. Они у нас у всех разные. Поэтому это субъективный акт. За это нельзя. Когда мы идем с иском в суд, мы рассчитываем на справедливую оценку, и мы не думаем о том, что будет субъективное решение. Все решения судебных инстанций, все субъективны. Два разных судьи вам дадут два разных решения. Они могут быть схожи, да, но по оценке, аргументация, она будет разная. Потому что это пишет человек, и он исходит из своих моральных ценностей. Как он считает, что вот эти положения... Потому что закон, он должен покрыть ряд ситуаций. Невозможно принимать законы, которые детально описывали каждую ситуацию. Всегда он интерпретируется. А интерпретация происходит из внутреннего понимания мира судьей. Люди говорят, что правоохранительные органы стали работать жестко в Молдове. Да, они стали работать жестче, но это еще не значит эффективнее. Да, я думаю, что очень легко человеку в погонах кого-то поставить лицом и, как говорится, мордой об асфальт. Это не заставляет трудности. Но намного сложнее, я думаю, раскрыть какое-то преступление, где нужно приложить умственные способности. Вот мы говорим о краже миллиарда, да? Я не знаю, кто ее задумал, но наверняка там были люди с гарвардским образованием, потому что это настолько замысловатая схема была, что человек необразованный, в ней не разобрался. Я говорил с одним прокурором и бывшим главой Нацбанка. И мне было интересно, вот как они все это сделали, потому что немысленная схема. И то, что они мне объясняли, это говорило, что это был очень тонкая разработка. Очень тонкая схема и сложная операция. А человек без образования не может ее не то что понять. Это да. А вот должны расследовать такие преступления люди, которые заканчивали юрфак. Мы не знаем, кто как заканчивал. Кто там канистру вина принесет, кто там, я не знаю, на свадьбе сыграет и поставит ему оценку. Разные ситуации есть. Несопоставимые, так сказать, условия состязания. И поэтому, когда мы говорим о правоохранительных органах, кого-то взять и арестовать и надеть наручники, это можно сделать. Но вот довести до конца какое-то процессуальное действие, где подразумевает квалификацию и профессионализм, это не всегда у них мы наблюдаем. Вот и смешно, и печально. Потому что, но это реальность. Да, потому что, да, действительно, от уровня качественной подготовки каждого специалиста и соответствия той должности зависит в результате правильное решение, неважно, правоохранительных органов, либо судебной инстанции. Я не знаю, может быть, вы видели эту информацию, я надеюсь, она не прошла мимо вас, хотя она не очень интересная. В этом году провели конкурс по набору студентов в Национальный институт юстиции. И никого там не набрали, я так понял. До сих пор педагогов не могли набрать, теперь уже юристов не набирают. Вопрос не в этом плане. Желающих, конечно, очень много. Проблема в том, что людей, которые обладали бы необходимым уровнем знаний, чтобы стать в будущем судьей или прокурором, это говорит о том, что мы выпускаем. Это надо к образовательной системе. Я 12 лет преподавал в университете. И хочу вам сказать, что мои наблюдения, что из года в год
были все слабее и слабее. Если в первые, я не знаю, 2 года там из 90 человек можно было там выделить 40 человек, которые были хорошенькие. Это вы говорите о студенчестве? О студент, да. Ну, уже на последнем, прямо перед ковидом, когда я уже уехал, ну, там было человек 15-20. А ковид еще нанес свой дополнительный удар? Ковид, конечно, потому что я принимал экзамены при ковиде, но это просто, знаете, это издевательство. Вы знаете, мы говорим чуть об образовательной сфере. В нашей студии была Майя Санду, правда, президент страны. Это было давненько уже, но в разговоре о том, какие политики считает важными, она говорила в том числе, что нам срочно нужно серьезный анализ сделать образовательной системы. И мы будем... Качеству. Понимаете, что Потому происходит? что это те специалисты, о которых вы говорите. Мы живем в условиях очень жесткой конкуренции. Когда вот дети заканчивают лицей, первые, что делают, уезжают за границу те, которые поступили в западные вузы. Там за год до окончания лицея они уже поступают. Да, да. И отбирают самых хороших. Так? Потом уходят целыми стаями, все уходят в Румынию. Там десятки университетов. Это второй отбор. Ну и в Россию. И в Россию. Потом идет по контракту. И Россия, и Румыния. И у нас здесь остаются люди, которые, в принципе... Или не могут уехать, потому что все равно нужны какие-то... Или не прошли по уровню знания. И поэтому я думаю, что проблема квалификации нашей администрации – это одна из ключевых проблем, о которых мы говорим. Для решения многих вызовов. Да? Я в Казахстане работал с ними, вроде бы как Центральная Азия. Если бы вы увидели, какая у них квалифицированная госадминистрация, какие там у них образования, это очень там высший пилотаж. Да. Там просто некомпетентных людей вы не увидите. Да, их можно увидеть, могу вам сказать. Да, чем выше должность, там меньше компетенции. Но... Тогда это плохо. Так же плохо, как у нас. Ну, как у нас, да. Начальники обычно они... Но зато третий уровень, второй, третий уровень... Исполнители. Там отличные, очень профессиональные. Очень профессиональные, с хорошим образованием. Все владеют 2 языками. Это очень... И здесь у нас тоже есть сложности в этом отношении, потому что мы говорим об евроинтеграции, не понимая, что это такое. Ну, говорится, вот закрыт кластер, вот переговоры по кластеру, что это такое. Это означает внедрение определенных рекомендаций и правил Евросоюза в наше законодательство. Не просто какое-то слепое голосование, а нужно создать механизмы, чтобы это все работало, потому что мы еще будем проходить процедуру мониторинга, насколько это все эффективно. Да. Как мы это внедряем, не просто... Это очень сложно. Да. Это 1000 документов, это очень сложно. И нужны компетентные люди, Кто этим будет заниматься, для меня все-таки... Еще один вопрос у нас. Да, у нас есть еще один вопрос в этой рубрике. Люди говорят, что устали от агрессивной риторики политиков. Вы знаете, если честно, я устал вообще от этой агрессии и ненависти, которые есть в соцсетях. Просто людей как-то дрессировали последние годы, 10 лет, может быть, больше. И они реагируют нездорово на многие вещи, которые происходят. Больше эмоционально. Все хотят крови, все хотят там кого-то посадить. Это людям насадили. Людям насадили. Это отношения. Я думаю, что людьми тоже манипулировали политики в своих избирательных целях. И мы должны отказаться от этих практик. Это ненормально. Вот последний случай с премьером, которого выдвинули. Да, об этом поговорим. Никто его не знал. Человек абсолютно нейтральный, давайте скажем так. Не участвовал ни в политических партиях, не был здесь в каких-то мошеннических схемах. И только огласили его имя, я потом посмотрел по комментариям, по соцсетям, я ужаснулся. Боже мой, что с этими людьми? Дайте хотя бы ему возможность как-то показаться, высказаться. Человек может отказаться из-за того, что на него нахлынул такой негатив нахлынул. Только из-за этого я прекрасно помню вот эту ситуацию, если вы помните, когда искали президента. Искали? Когда у нас, помните, была вся эпопея, кого выбирать президентом, по-моему, до господина Тимофти это было. От Гимпу до Тимофти в этом периоде. И разных кандидатов там выискивали. Искали, мне понравилось. Так они все, кто, я помню, там Наташу Герман предлагали, кстати, была. Была она. Она сейчас в Нью-Йорке, у нее очень хорошая должность. Вот. И выдвинули вот одну женщину, если вы помните, они говорили, Вероника Бакалу. Да. И, наверное, если вы помните.
И то же самое, про эту женщину столько потом про всего написали. В конечном итоге не состоялась эта номинализация. Но женщину искупали. Искупали, я с ней не был знаком. Негативе. Я с ней познакомился через 15 лет в Худжанте. Я был на Средней Азии, она там по линии Всемирного банка работала. Земля круглая. Слушай, абсолютно нормальная, приличная женщина. Но уже все, поезд уехал. Да, я думал, слушай, боже мой, что о ней говорили. Я увидел абсолютно разумного человека, который... Ну вот мы так плавно перешли сейчас, вы перевели так удачно и плавно. Давайте продолжим этот разговор о кандидатуре, которая озвучена как возможный кандидат. Но уже и президент сказал о том, что да, это будет кандидат в премьер-министр, господин Мунтян. Да. Что вы думаете вообще о том, что обсуждают в обществе? Ну как это так, непонятно откуда пригласить человека и предложить его премьер-министром, когда он 20 лет не жил в этой стране, и он не знает, чем живет наша страна? Вас это не смущает, не отталкивает? Откровенно говоря, где-то меня смущает. Я вам скажу, в каком плане. Чтобы заниматься политикой в Молдове, ты должен все-таки чувствовать температуру этого общества. Но я вчера посмотрел, была передача у Лорена, он как-то там объяснял эту ситуацию, но я так понял, что он никогда не терял связь со страной. Он постоянно сюда приезжал. То есть господин Мунтяну. Да, он прекрасно знает, что здесь происходит. То, что мы не знали про него, это не означает, что он не знал, что творится в этой стране, и он чувствует эту температуру. Без этого сложно управлять. Все-таки это не робот, это живая фигура, кроме там каких-то административных обязанностей. Да, и работать с людьми здесь надо. С людьми, и тонкости нужно вникать, и реальности нужно знать. Потому что если мы посмотрим на любую конфликтную ситуацию, не зная реальности, мы рискуем принять неверное решение. Поэтому здесь я думаю, что вот этот момент он может быть, но я думаю, что он быстро освоится. А то, что его не было в стране, может быть даже лучше. Да. Вы знаете, вот я вот как-то тоже вспомнил, когда мы были в политике, наше поколение. Вот первый год, второй год, как вели себя наши депутаты. Такие скромненькие, все ходили на заседания, там все окей. А уже к 4-му году все начали обрастать. Там у кого сын на таможне работает, у кого там дочка в налоговой, у кого там кум в полиции, у кого так они там... правильно пошли в депутаты для этого. Конечно, вот начинают уже обрастать. И хотим мы того или нет, я думаю, что наверняка и в партии ПАС то же самое происходит. Потому что люди те же. И страна маленькая страна. Каждый пытается решить свои проблемы в той или иной форме. Но, может, знаем, что случилось с теми партиями, тогда это случится и с ПАС. Я уверен, что да. Я уверен, что да. Что то же самое. Возможно. Раскол. Раскол? Ну, я не знаю. Это вопрос. Я не думаю, что будет раскола. Почему-то мне... Нет. Все-таки все, пока существует госпожа Санду, этого не может произойти. А что дальше? Ну, а что дальше? Скорее всего, будет или другой проект, или он как-то переосмыслится. Но до конца хочу довести вот эту мысль. И когда назначает человека извне, ну, которому нельзя просто так взять и позвонить и попросить, слушай, давай, там у меня хороший кум, если можно его продвинь на ночную смену, на таможне, в Левушенах или где-то там еще. И это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть недоступный будет до определенного уровня? До определенного момента, я думаю, по каким-то шкурным таким вещам он будет недоступен. И это даст больше свободы. Для действий ему. И с другой стороны, это обеспечит определенную отдаленность и превращение каких-то административных возможностей в коррупционные схемы. Ну, в этом что-то есть, в этой идее. Мне кажется, что и почему-то мне кажется, что госпожа Санду исходила из этих соображений. И в том числе, конечно, из профессиональной подготовки, потому что у нас ситуация в экономике на самом деле плохая. Как раз об этом хотела. И, конечно, когда назначаешь премьера, ты посылаешь ясный месседж всему миру, каковы являются твои приоритеты. Если назначаешь юриста, значит судебная реформа. Если какого-то менеджера, я не знаю, как был господин Речан, это означает взять ситуацию под контроль и доведение до выборов. Но когда ты назначаешь экономиста чистого, который занимался только экономикой и макроэкономикой, это месседж, что наша проблема экономический рост, и мы должны ее решить. И это действительно большая проблема. Скажите, пожалуйста, вы упомянули Дарина Речан, премьер-министра. Вы назвали его уход не случайным. Что вы имели в виду? Вы знаете, он не случайный, но если... Или это была ваша первая оценка? Нет, это не моя первая оценка. Это критическая оценка той нашей политической системы, которую мы имеем.
наша система избирательная, она не доведена до конца. Нашу систему внедрили в 1993 году, потом в 1994 были первые выборы, и мы всегда получали извращенную картину политических партий, которые больше были похожи на какие-то частные компании, которые принадлежали своему лидеру. Вот был Воронин, это моя партия, что печать у меня в кармане, я решаю, что к чему. Как они побеждали на выборах? Они ставили в первые 5-6, и всегда это повторялось, первые 5-6 или там 10 человек, какие-то знакомые известные лица, получали голоса, потом эти люди уходили в тень, либо они ректоров сейчас по партии, у нас как там, и сейчас, да? Да, 2-3 ректора, но наверняка они вернутся на свои должности, это однозначно. Иван Чабан. Он мэр города, стал первым в списке, подтянул свою группу, дальше он вернется в мэры. Да. И мы получаем в парламенте людей, которые на самом деле не обладают никакой общественной поддержкой, которые не имеют никакого политического веса. А ими кто-то руководит с других центров власти. Так? Вот эта система извращенная. И есть воля менять ее? Они использовали господина Личана как двигателя. Он был самый известный представитель нынешней власти в этой избирательной кампании, самая видимая фигура. Да? И позиция премьера сама по себе дает 15% голосов, только сама позиция. Электорат. Конечно. Так, он продвинул группу, потом он ушел. А вместо него кого мы получаем? Ну а вот кто будет? Вот что за люди будут в парламенте? И эту проблему необходимо, эту реформу нужно довести до конца. И внедрить преференциальное голосование. Это означает, что человек голосует за партию, и в том же бюллетене он указывает имя кандидата, за которого он голосует. И дальше происходит автоматически внутренний рейтинг, и владелец партии не может определить. Это же так усложнит для нашего избирателя процесс. А может быть, он, если баллотируется, то не имеет права уходить? Если, например, вас назначат на 101 место по списку, а за вас проголосует большинство симпатизантов этой партии, вы автоматически поднимаетесь на первое место. Я это понимаю. А кто был на первое, тот может пойти на последнее. Понимаете? Я это понимаю, но мне кажется, что есть проще какой-то механизм. То есть, если ты баллотируешься в депутаты, будь депутатом. То есть, ты автоматически отказываешься. Запрещено. Но ты отказываешься от той своей должности, если ты баллотируешься в депутаты. Только в тюрьме может права человека, их нельзя нарушить. Я думаю, что вот эту реформу нужно довести до конца. То есть человек принимает решение, что если я иду в депутаты, значит я осознанно иду, я откажусь от той другой должности. Но потом они отказываются. Скажут, что мама заболела, там Но, насколько я понимаю, вы сейчас говорите не о том, что есть такая лазейка в законе, а о том, что надо менять законодательство для того, чтобы... это не лазейка, это таков закон, так у нас 30 лет И он работает. дает возможность так Он дает поступать. извращенную представление политических партий. Более того, он лишает политические партии внутренней нормальной жизни, здоровой. Да, и лишает электората увидеть действительно тех лиц, за которых я голосовала. И тогда уже сами партии будут иметь интерес проводить внутренние свои рейтинги, выдвигать более хороших, привлекать самых лучших. Извините, взяли эту девчонку, которая чемпион мира, да, она по борьбе. Я обожаю ее, она прекрасно борется. Но, ребята, мы сейчас говорим про другое. Мы говорим про подготовленность заниматься политической люди, которые должны заниматься законотворчеством и как-то использовать... От них зависит качество закона, значит, качество жизни. И использовать, я не знаю, там кого-то, чтобы продвинуть больше людей в парламент, потом, чтобы эти люди уходили обратно. Я думаю, что это технически возможно, это все по закону. Но мне кажется, что для того, чтобы мы получили демократию в стране, в первую очередь мы должны обеспечить, что существует внутренняя демократия в политических партиях. Возможен ли в Молдове переход от вот этой формальной демократии к реальной? Но у нас реальная демократия, Екатерина. Но многие утверждают, что это формальная демократия, потому что сегодня могут еще говорить о том, что у нас нет свободы слова. Я с этим не согласна, но в Гагаузии мы очень часто это слышим. Что такое свобода слова? Скажите, как... Это тогда, когда сажают за критические мнения насчет власти. Мы сейчас можем с вами взять кого угодно прокритиковать. Я вас уверяю, никто, ни меня, ни вас, никто не посадит. Мы видели в предвыборный период. У нас есть свобода слова. То, что
масс-медиа, да, финансируется, как финансируется, в том, что у нас нет рынка рекламы, который позволил бы получать рекламу. Да, это огромная проблема. Это огромная проблема. На самом деле это влияет на независимость СМИ, которые они каким-то, хотим мы того или нет, это не зависит от грантов, которые они получают. Но это не говорит о том, что они не могут говорить правду. На самом деле у всех есть свобода сказать, давайте уйдем от прессы, оставим прессу в сторону, вернемся в социальные сети. У нас есть свобода сказать то, что мы думаем. И на улице, и мы можем высказываться, и протестовать, и все у нас это есть. А основной тест, который я вижу по демократии, это сменяемость власти. У нас всегда сменялись президенты, оппозиция выигрывала очень часто выборы, и кто завершил свой мандат, ушел на покой и не пытался там обнулить Конституцию. И в Грузии в том числе 2 мандата, все, пришел следующий, никто не пытался подмять систему под себя. Я думаю, что это показатель, что у нас система работает. Она несовершенна, я согласен, но вы мне простите, имея необразованного гражданина, не обязательно... Недостаточно просвещенного, вы хотите сказать? Давайте примитивное еще в социальном плане существо. Все-таки у нас только 30 лет. Если мы сравним себя, я не знаю, с британцами... Только 30 лет – это полжизни для отдельно взятого конкретного Но для страны... И для общества. И для взрослого общества это очень мало. И мы должны ориентироваться не обязательно на сиюминутный какой-то результат. Когда мы говорим об образовании, мы должны понимать, что людей, которых мы начнем учить сегодня, будут голосовать через 15 лет. В лучшем случае, через 15-20. В лучшем случае. А как вы думаете, сегодня для Молдовы что важнее? Сильная власть или сильные законы? Вы знаете, я против сильной власти, потому что всегда, когда сильная власть, она может стать сильной только за счет слабости гражданина. Я хочу, чтобы у нас было сильное гражданское общество. Я хочу, чтобы у нас были демократические политические партии, которые на самом деле в конкурентной, честной борьбе побеждали на выборах. А что касается закона, у нас хорошие законы. Я где-то даже вы говорили о том, что у нас законы лучше, чем где-то в Европе. Есть у нас законы, много законов и более либеральные. Я, знаете, с итальянцами общался, они заведуют нашим законом об адвокатуре, насколько у нас свободный и либеральный закон об адвокатуре. Там многие положения они до сих пор ничего не могут внедрить в их систему. Вот один случай. Вопрос в другом, в добросовестности. Да. Мы можем иметь идеальный закон, но если к нему подходить недобросовестно и применять его... вообще добросовестность – это ключевое слово при любом деянии. Потому что можно иметь плохой закон, но будучи добросовестным, применять его правильно, а можно иметь хороший и превратить его в извращенную форму. Да, но добросовестность – сложно измеримое качество для того, чтобы определить, этот человек будет работать добросовестно или нет, когда его назначают на ту или иную должность, либо избирают, к сожалению. Согласен, но все-таки есть презумпция. Есть такая презумпция добросовестности. Мы всегда должны исходить из того, что люди будут добросовестно относиться. Нельзя ставить по одному милиционеру каждому чиновнику. Это же тоже нереально. Вы говорили о сильном гражданском обществе, и это мне тоже очень импонирует, потому что настолько, насколько я понимаю, тогда, когда общество поймет, что политиков, которых мы избираем, надо критиковать, надо от них требовать выполнения тех обещаний, которые они давали, и власть, ее надо критиковать, и общественные СМИ у нас есть для того, чтобы общественные СМИ, имею в виду те, которые содержатся на налоги граждан нашей страны, и Молдова-1, и Гагаузское радио и телевидение, они в первую очередь призваны не любить и не дружить с властью, а они должны критиковать власть. Обязаны не дружить с властью. Обязаны не дружить, да, это правильная формулировка. Обязаны. Если начинаем хвалить, все, это порочный круг. Это прямая дорога в ад, если мы начинаем хвалить власть, или это брежневщина. Я иногда вижу, есть у нас такие журналисты, которые, я не буду сейчас называть, которые прямо-таки восхищаются всем. Нам тоже много чего нравится, но когда есть какие-то критичные вещи, нужно об этом говорить. Иначе система не будет работать. Да, развития не будет. У меня вопрос, что должно еще быть сделано в Молдове, или... может быть, не сделано, обязательно надо делать, чтобы гражданское общество стало очень активно требовать что-то у власти. Сейчас гражданское общество очень пассивное, мне так кажется, потому что если посмотреть... Это такой интересный феномен наблюдаем за последние
я не знаю, 5 лет. В чем его суть? Дело в том, что гражданское общество, которое очень сильно критиковало предыдущую власть, после смены правительства в 2019 году, она как-то слилась с нынешней властью. Сейчас сложно отделить, кто гражданское общество, а кто власть. А вот нового гражданского общества, которое имело бы критический взгляд на определенные процессы, оно еще не сформировалось? Не сформировалось. Да, а вы говорите о 2019 году как о моменте Плохотнюковского правления, условно скажем? Это ключевой год, когда все поменялось. Это настоящая революция произошла. 19 вопрос год. Не в том, что ушел Плохотнюк, это второстепенный вопрос. Поменялось поколение в политике. Просто ушли все вот эти динозавры, которые еще были и влияли на политику с советских времен, так, и пришли абсолютно новые люди во власть. Они где-то ошибались, где-то там, может быть, глупости делали, но это были и другие люди с другими подходами. Я думаю, что им принадлежит будущее. Да. Да. Кто понял, что произошло в 2019 году, тот сможет сориентироваться и как-то еще сохранить себя на политической сцене. Кто не понял, вот президент Додон, он не понял, что произошло. Сразу в 2019 году? Конечно, сразу после того, как Плохотнюк покидал страну, он начал создавать свою же медиа-империю и абсолютно по тем же лекалам создавать ту же систему, только под себя. И он не понял, что люди больше с этим не согласятся. А Плохотнюк, который в 2019 году сбежал с Молдовы, сейчас он находится здесь, в Молдове, и вы, как человек, очень хорошо знающий, как работает судебная система вот для таких дел, для таких вопросов, что будет с Плохотнюком? Будет ли справедливое решение суда? Вы чего Я ожидаете? хочу, чтобы было справедливое решение. Возможно ли? Вот это хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что я против того, чтобы человека осудили, кто бы это ни был, без доказательств и просто на основании того, что его ненавидит общественное мнение. Дело в том, что справедливость не имеет ничего общего с местью. Это разные вещи. И мы должны четко понимать, что общество будет ориентироваться именно на эти показательные случаи. И там, где он виноват, конечно, его нужно наказать. Но там, где нет его вины, там нужно выносить справедливые и правильные решения. Способна ли наша система на это? Вот это хороший вопрос. Мы посмотрим, как это дальше будет работать. Сбежали двое, да, пожалуйста. Да. Сбежали и Плохотнюк, и Шор, но Шор укрылся в более безопасном месте, правильно ли говоря о России? Сколько он будет укрываться? Вы понимаете, я не знаю и не понимаю этих людей. Я думаю, что всегда как-то нужно решать все вопросы, которые есть тогда, когда они появляются. Ну и решать их надо там, где их натворил. Там их натворил. Даже если что-то там... а сколько, всю жизнь бежать? Я не знаю, как такое, как вот чувствует себя, который всю жизнь смотрит направо-налево. Что это за жизнь? Но зато у вас миллиард. Ну и что? Он что, кого-то сделал счастливее, ради бога? Скажите, вы говорите... Я думаю, что это как-то не прибавляет ни счастья, ни уверенности. И иногда просто хочется подышать, погулять свободно по городу. Свободно. И главное слово здесь свободно. И ни 1 миллиард не даст тебе этой свободы. Вы говорите о том, что после 2019 года в Молдове появилось новое политическое мышление. Может быть, и мышление, но именно поколение политиков. Поколение политиков. Хорошо. А что вы в одном из интервью вы сказали, что Республике Молдова не нужен закон о нейтралитете, который периодически предлагают принять коммунисты и социалисты. Да. Почему? Называется. Потому что нет, он бессмысленный. Что такое? Вообще, это очень интересное понятие. Нейтралитет существует двух видов, которые признали, которые не признали. Вот туркменский нейтралитет, его признали. Швейцария, он признанный нейтралитет. Молдавский нейтралитет, никогда никто его не признавал. Так? И как это работает на практике? Но он закреплен в Конституции. Есть, конечно, есть в Конституции, но я вам скажу, как на практике он работает? На самом деле мы не можем, согласно нашей Конституции, участвовать в любых боевых действиях, независимо на чьей стороне. Тут до этого момента все ясно. Другой вопрос. Если нас кто-то атакует, имеем ли мы право обратиться к кому-то за помощью? Конечно, имеем. Так. Потому что, когда тебя атакуют, ты не смотришь в Конституцию. Ты должен как-то решить проблемы и избавиться от того, кто тебя атакует. Когда твоего соседа грабят,
нельзя сказать, что, слушай, я нейтрален и не позвоню в полицию. Все-таки ты позвонишь в полицию, скажешь, давайте приезжайте и помогите. Поэтому этот закон, он чисто популистский, он ничего не может снова дать. И еще раз позволит разного рода мошенникам выйти как-то и показать себя, что они какие-то там ценности охраняют. Нейтралитет не является конституционной ценностью нигде в мире. Это инструмент для защиты ценностей. А ценности, независимость, жизнь людей. Да? Поэтому и даже Конституционный суд высказался в этом отношении, что если правительство сталкивается с какой-то внешней угрозой, она обязана предпринять абсолютно все меры для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны. И это нормальная ситуация. А вы думаете, что если будет война, кто-то будет Конституцию смотреть? Ну вот я как раз хотела спросить, а нейтралитет насколько сильным? Он сильный, по крайней мере, оружием является. Это хороший инструмент. Я думаю, что он хороший инструмент для мирного времени. Да. Слушайте, тогда мы слышали во время предвыборной кампании, опять же, возвращаясь к ней, Ирина Влах говорила о том, что надо нейтралитет, референдум по нейтралитету. А зачем? Он уже есть в Конституции. Что там больше? Еще раз написать? Вот вы как будет человек... дважды краснознаменное или как там? Это несерьезно. Можно сделать. Но, вы знаете, они все бегают за этими референдумами. Что он им даст? Вот скажите, нам практически. Мы проведем еще раз референдум. Дальше что? Дальше ничего. Главное, кто предложил референдум. Главное, кто предложил, и возможность поговорить на эту тему. Ну да. Вот. То других тем нет. Давайте поговорим еще, предпочел бы, чтобы наши любимые политики, они как-то высказывались, давали какие-то хорошие идеи по экономике, чтобы мы больше зарабатывали, чтобы меньше налогов платили. Ну вот этого как раз таки да, и вот нет. Такого нету. Да. Ну ожиданий, наверное, у граждан страны нет, чтобы каждая партия приходила с своей предвыборной платформой. Если честно, как налогоплательщик, я ожидаю услышать разговор о том, вот что нужно сделать и как нам быть дальше, чтобы больше наша зарабатывать. экономика не стала, экономика Молдовы очень хорошей, даже при президенте Игоре Додоне, который экономист по образованию и по как профессии. Она могла стать лучше? Неужели вы думаете, что один человек... Вот сейчас Майю Санду критикуют, что из-за того, что у нас рецессия в экономике и нет роста. Ну, скажите мне, пожалуйста, а вот как его можно обеспечить? Скажите, дайте мне ваши взгляды на проблему. Я слышал разные идиотские идеи. Продавать здесь, я не знаю, открывать бордели и приглашать иностранцев. Такие идеи тоже есть. Или офшорную зону, игровую зону, да. Ну, давайте превратим нашу страну в какую-то, я не знаю, африканскую такую Бантустан, и здесь будут приходить люди за проститутками. Я не согласен на это. По-моему, мы заслуживаем больше. По-моему, да. Да, и давайте посмотрим. Безусловно. Да, а как это сделать? Как? У нас ограниченный инструментарий для того, чтобы обеспечить. В первую очередь нужны кадры, которые понимают и знают, как и это делать. Люди нам нужны. У нас демография на нуле. Все отсюда уезжают. Это огромный клубок проблем, которые невозможно... Опять же, которые, наверное, на протяжении 30 лет не были решены. Даже не 30 лет. По объективным, необъективным причинам. Давайте возьмем две европейские страны, члены Европейского Союза. Какие? Это Литва и Латвия. Они потеряли 50% населения. Почему? Потому что достаточно сесть на паром, поехать в Швецию, и ты как врач будешь получать 8 тысяч евро, а у них ты получаешь 3 тысячи евро. Вот тебе, пожалуйста. Мир открыт. И что? И что? Экономика не может дать в Латвии такие же зарплаты, какие дают шведы. Закрыть страну или поставить колючую проволоку. Люди уезжают у нас на заработки, я не знаю, в ту же Турцию, в ту же Россию. Россию сейчас может быть меньше. А есть пессимизм? Вы бывали, я так понимаю, в Литве, Латвии недавно. Есть вот этот пессимизм, в обществе такой, как у нас? У них есть опасения по поводу демографии и вопрос, как это решить. А у нас вот пессимизм ощущается вот во всем. Вот людям все не нравится, все у нас плохо. Хотя, если хорошенько всмотреться, правильнее глагол, хорошенько всмотреться в ситуацию жизни нашей страны, есть очень много моментов, за которые нужно порадоваться, что все-таки даже в это сложное время Молдова, пусть маленькими шагами, но какие-то шаги вперед сделала. И эти шаги уверенные. Я жил за границей и наблюдал за моей страной издалека. Ага. Хорошее видно на расстоянии. Это всегда можно лучше увидеть. У нас прекрасная страна, поверьте мне. У нас прекрасная страна, у нас отличная, у нас 4 времени года. У нас отличные овощи, фрукты, у нас отличные рестораны, у нас прекрасная здесь у нас низкие природа. У нас низкие пенсии. И дорогой газ. Знаете, газ недорогой, он во всем мире дорогой. Мы его не производим, мы его закупаем. Почем продает?
потом мы имеем. Относительно пенсии, ну, я вам скажу, что в Средней Азии там по $20 в месяц пенсия. Там вообще за ответственность за родителей несут, согласно их культуре, дети. А мне это нравится. Никто и не думает. Ну, там у них большие семьи, 7-8 детей, и родители там они такие ухоженные, красивенькие, что прямо не увидишь нищего на улице. Дети заботятся о родителях, да, и это часть культуры. Я не говорю, что нам нужна эта модель. Культуры, да. Да, но поймите, чтобы платить побольше пенсии, мы должны собирать больше налогов. Людей работает все меньше, этих денег нет. Эти деньги нужно откуда-то брать. Мы их берем взаим, занимаем деньги в Европе, в других банковских системах. А еще в Гагаузии пенсионерам давал шор. Я никогда не понимал, почему ему позволяли это делать. Вот мы об этом говорим. Наши власти, наше народное собрание приняло решение, что можно. Потому что из каких источников, что это такое? Откуда эти деньги берутся? Благотворительная. Это не только пенсионеры, это и учителя, и медики получают. Знаете, это не да, обычно, ну, бесплатный эшир, он все равно. Понимаете, но мы тут с Еленой Федоровной в студии говорим о том, что мы об этом говорим как о пороке, который сейчас у общества обнаружился. Но и я не хочу винить тех людей, которые в это стали вовлеченными. Почему? Потому что, как чуть выше сказала Елена Федоровна, а власти автономии сказали, это законно. Это законная помощь. Отсюда все начинается. Конечно. Именно, знаете, вот как неприлично выходить из дому, не почистив утром зубы, да, и мы всегда утром чистим зубы, да, потому что это стало частью нашей физической гигиены. Мы должны привить нашим гражданам вот такое чувство политической и моральной гигиены, из которого бы исходило, что брать деньги у ворюг – это плохо. Что продавать свой голос – это то же самое, что продавать свои почки. Это плохо, это неприемлемо. И это нужно говорить в садике, это нужно говорить в школе, об этом нужно говорить везде. Чтобы просто общество само неприемлемо относилось к этим вещам. Иначе мы ничего не поменяем. Извините, придет какой-то мошенник и будет дальше там давать по $10 добавки к пенсиям, и люди будут радоваться. Скажите мне, пожалуйста. И с этим унижением надо жить. И унижение, но что, разве эти деньги решают твои фундаментальные жизненные проблемы? Это решает проблемы твоих детей? Абсолютно. У тебя будет лучшая система образования? О чем мы говорим? Это вопрос наших центральных властей. Почему здесь у нас, и в Гагаузии в том числе, нет профессуры, которая нормально преподавала на румынском языке? Почему вообще учителя, они влакут такое полуниченское существование? Хотя за последние... изменений много, хороших и положительных. Они подняли зарплату учителям, в принципе. Здесь есть продвижки. И у меня такой вопрос. Вы, и мы в этой передаче вас и представляем, как экс-председателя Конституционного суда, власти Гагаузской автономии во время работы вас председателем обращались в Конституционный суд с какими-то запросами? Никогда не обращались. Было одно обращение по поводу Гагаузии. Это внес это обращение генеральный прокурор относительно права Гагаузской автономии назначать генерального прокурора. Да. Но что-то там случилось, и он отозвал этот запрос, и больше мы к этой теме не возвращались. Да. А давление на Конституционный суд вы ощущали? У вас 6 лет, да? Если я не ошибаюсь, вы были председателем Конституционного суда. Какое-то политическое давление? Все 6 лет мы жили под давлением, потому что было коалиционное правление, была вот эта война между двумя владами, как мы ее называли. И это, конечно, это ощущалось в любом кабинете власти в Кишиневе, потому что это довольно сложная процедура. Хочу сказать, что у нынешнего состава суда более спокойная. Да. Но их обвиняют в том, что они принимают какие-то решения. Обвиняют, бог с ним. Слушай, а кого не обвиняют? Ради бога. Нет в этом ничего страшного. Я тоже как-то смотрю, они реагируют очень эмоционально, но обвиняют, во всем мире обвиняют судей. Покажите мне страну, где любят конституционные судьи. Я не видел такой страны. Кроме как, я не знаю, да? в Таджикистане их очень любят. Там у них по 10 медалей выдают. В Таджикистане, да? Да, но они не вынесли ни одного решения за 30 лет. Зато их любят, они никаких решений не выносят. Власти, да. Но на самом деле не за что любить суд, и он и не обязан, это не актер, чтобы его там им точно так же, как власть. Не за что делать комплименты власти тогда, когда ее уже избрали и назначены на должности те или иные люди. Гражданское общество
общество и СМИ должны критиковать для того, чтобы давать каждый раз импульсы. Естественно, что эта критика должна быть очень корректной, очень этически верно оформленной. Это здоровый подход к вещам. Абсолютно правильно. Но я думаю, что мы к этому подойдем. Все-таки у Молдовы есть большой потенциал. И я не знаю. Мы верим в нашу страну и... знаете, что такое верим в нашу страну? И вот я называю Молдову после 4 лет отсутствия страны бутик-кантри, как маленький бутик, такой красивенький, уютный. И это единственное место в мире, где мы себя чувствуем уютно. Другого такого места у нас нет и не будет. И всегда я всем напоминал, что в мире существуют народы, которые исчисляются десятками миллионов, и у них нет своей страны. И они есть туркоманы, есть курды, есть многомиллионные народности, уйгуры бедные, что с ними там происходит. Да. Это жуткая ситуация. Мы очень счастливые люди, что мы имеем вот этот домик. Недооцениваем. И мы его к сожалению, мы его не ценим. Это очень важно как-то проснуться из этого сна. Может быть, надо просто выстроить какую-то систему ценностей, которая уже есть у этой Молдовы. Просто надо всем говорить людям о том, что вот это у нас есть. Мы просто мимо этого проходим, не замечаем. Я думаю, что да. Но как-то мы об этом никогда не говорим. И нам кажется, что вот у нас есть страна, все окей, так будет всегда. Во-первых, так было не всегда, и так будет не всегда. Да. Поэтому мы должны дорожить тем, что... Мы вот в этой студии, приглашая гостей для наших дискуссий, мы как раз и говорим, и думаем, что зрители наши это ощущают, мы пытаемся посмотреть сквозь призму такого позитивного взгляда на то, что происходит в стране. Потому что мы с Еленой Федоровной, запуская этот проект, поняли, что агрессии в стране очень много. Да. И мы хотим стать проектом, где обсуждение даже больных и острых проблем все равно сквозь призму какого-то такого здорового оптимизма. Это поможет нам выжить. Это поможет нам выжить, честно, да? На самом деле, если мы будем смотреть на то, что происходит вокруг нас только через вот эти линзы темного цвета, мы свихнемся. Это однозначно. Мы должны как-то увидеть этот свет в конце тоннеля, который даст нам, скажем так, возможность, надежду на что-то лучшее. И тогда мы выберемся. И я думаю, что у нас есть шансы выбраться. Мне почему-то кажется, что у нас есть эти шансы. И все только зависит от нас. Как мне нравится эта фраза, все только зависит от нас, потому что действительно, если покопаться глубже в вопросах, которые интересуют конкретно взятого человека, хочешь что-то изменить, измени себя и посмотри по-здоровому на то, что вокруг тебя происходит. Да. Спасибо вам большое за сегодняшнюю дискуссию. Благодарны, что вы выкроили из своего сжатого графика время. И мы поняли, что вы много путешествуете и наблюдаете за Молдовой со стороны, но в последнее время вы стали очень часто бывать в Молдове. Я уже закончил свои проекты за границей. В принципе, по чуть-чуть начинаю здесь уже осваиваться, искать свое местечко в этом мире. Но опыт и то, что я получил возможность увидеть свою собственную страну с другой стороны, как-то с другой позиции, с другого ракурса, я вам хочу сказать, что у нас просто потрясающая страна. Малюсенькая, такая маленькая, и в этом ее прелесть. И я думаю, что мы должны дорожить ею. Спасибо большое. Да, огромное спасибо. Вам спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам тоже, что вы были с нами, следили за этой дискуссией. Мы, Екатерина Жекова и Ирина Карамид, говорим вам еще раз спасибо и просим, если вы еще не подписались на наш канал, подпишитесь, ставьте лайки, помогите нам сделать аудиторию единомышленников еще больше. Это поможет и Молдове. Мы так думаем, и вы присоединяйтесь к таким светлым мыслям. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.